Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами попытаемся поговорить о системе подготовки учащихся к предметным олимпиадам, потому что, как вы знаете, система поиска и поддержки одаренных детей – это одна из общепризнанных форм вообще работы с учащимися в различных общеобразовательных учреждениях. Если говорить об основных компонентах такой системы, то понятно, что самое главное – это прежде всего выявить таких одаренных детей, что бывает довольно-таки непросто. Затем необходимо развивать творческие способности их на уроках, используя самые различные формы, разные виды деятельности. Конечно, очень важно развивать творческие способности и во внеурочной деятельности, что, как правило, является ведущей, наверное, формой деятельности, потому что на уроках иногда мы не можем обращать внимание на конкретных детей, поскольку в классе у нас сидит не один ребенок, не два, а целый класс, а это бывает 20-30 человек. А среди этих 20-30 в вашей предметной области, как правило, на более высоком уровне занимается 1-2 человека, в крайнем случае 5. Поэтому, конечно, очень важно развивать их творческие способности именно во внеурочной деятельности, вовлекать их в разные виды и формы этой деятельности. Конечно, надо создавать условия для всестороннего развития одаренных детей. Это тоже очень важно делать. Если говорить о принципах педагогической деятельности в работе с одаренными детьми, то, по идее, мы должны максимально разнообразить формы деятельности, дать возможности для развития личности, возможно, через кружки, через научное общество учащихся, через участие в конкурсах, в каких-то выставках, конференциях и так далее. Поэтому, конечно, возрастает роль внеурочной деятельности, еще раз повторюсь. Но здесь очень важно не только предлагать разные формы деятельности, но и выстраивать так называемый индивидуальный маршрут обучения, поскольку все-таки таких детей не так много у нас в нашем коллективе школьном, и понятно, что они требуют индивидуального подхода. Важно давать возможность самостоятельно работать учащимся, но при этом, конечно, не бросать их без сопровождения учителя. Поэтому, несмотря на то, что работает ребенок совместно с учителем, просто необходимо минимизировать роль учителя, то есть давать возможность каким-то самостоятельным формам работы заполнить вот это обучающее пространство ребенка. И, конечно, ребенок должен сам выбирать какие-то дополнительные образовательные услуги. Это может быть сейчас возможностей таких очень много. Это может быть, предположим, какие-то консультации, веб-консультации. Это дистанционное обучение в разных форматах. То есть вот вариантов довольно-таки много. Если посмотреть на то, какие подходы применяются для подготовки учащихся к предметным олимпиадам, то здесь можно выделить два основных подхода. Это поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения нестандартных задач, потому что школьникам, как правило, интересны задачи, для решения которых необходимо придумать какой-то новый способ решения или же использовать знания, которые выходят за рамки школьных учебников. Поощрять вот этот интерес к изучению внепрограммного материала также очень важно. Большим подспорьем к этому являются так называемые ситуационные задачи, которых довольно-таки много, можно найти даже в сети интернет, но и в библиотечном фонде. Важен также индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады. Важно выстраивать очень корректную образовательную траекторию развития учащегося. Здесь наставник, который курирует данного ученика, может ему порекомендовать какую-то литературу для подготовки
для подготовки, дать какие-то ссылки на интернет-ресурсы, где он может найти интересные задания и порешать их самостоятельно, а уже затем обсудить вместе с наставником, посмотреть какие-то опыты на определенных образовательных сайтах. Ну, в общем-то, дать возможность создать условия, вернее, для того, чтобы какие-то методологические знания учащегося появились. При подготовке к Олимпиаде следует поощрять, еще раз скажу, самостоятельную работу подростка, поскольку именно самостоятельный поиск информации является самой эффективной формой подготовки к Олимпиаде. А наша задача дать возможность ребенку получить информацию разными способами, каким-то образом ее проанализировать, решить нестандартные, нетрадиционные задачи. Если подросток в какой-то момент не почувствует желание искать новое знание, значит, надо предложить ему те виды заданий, которые его развернут обратно заниматься именно этим видом деятельности. И, конечно, важно, чтобы ребенок чувствовал успех, потому что когда из года в год учащийся не получает удовлетворения от своего участия, то, естественно, интерес к изучению данного предмета он будет теряться. Итак, какие же есть этапы при работе с одаренными? Ну, во-первых, это диагностика, как мы уже говорили, да, где необходимо выявить таких учащихся, это планирование работы с ними, это различные практические задания, занятия и, конечно же, обобщение результатов работы с одаренным ребенком, где обычно анализируется его результат, намечаются шаги какие-то дальнейшей деятельности. Вот это очень важно. Что необходимо для успешной подготовки к Олимпиадам? Понятно, что, во-первых, должно быть большое желание учителя заниматься таким видом деятельности, поскольку нет, если внутренней мотивации, то никаких результатов добиться ребенок не сможет. Как бы он ни был самостоятелен, как бы он ни был заинтересован, все равно нужна поддержка со стороны взрослого, компетентного педагога. Второе условие – это, конечно, наличие пытливых, ищущих, увлеченных ребят. И поверьте, в любой школе такие дети всегда найдутся. Итак, диагностика. Каким же образом можно выявить наиболее подготовленных, одаренных или заинтересованных ребят? Если мы говорим о диагностике, то первый, конечно, метод выявления – это наблюдение. Наблюдение, которое мы осуществляем на уроке. Мы предлагаем разные виды заданий на уроке и смотрим, каким же образом они, как правило, их решают. Среди обычных решений обязательно найдется нестандартный тип мышления. Ну, конечно, это не всегда тесты. То есть это должны быть задания, которые требуют развернутых ответов, которые требуют выдвижения гипотез, которые требуют планирования деятельности, выстраивания целой траектории вот этих действий по достижению определенного результата. В этом случае учитель всегда заметит, кто из учащихся довольно силен именно в этом виде деятельности, в умении самостоятельно выдвигать гипотезы и их проверять. Иногда в обычные контрольные работы и проверочные тестовые работы можно вводить задания олимпиадного характера, которые могут быть под знаком звездочка, и предлагаются они для решения, так скажем, по желанию. И если ребенок действительно желает получить, например, дополнительную отметку, а может просто попробовать свои силы и решает это задание довольно-таки неплохо, то есть вот это тоже один из вариантов выявить такого заинтересованного ребенка. Вообще
различные групповые формы работы на уроке тоже позволяют, как правило, выявить лидеров. То есть мы смотрим не только на задания, на виды деятельности, но и на формы работы на уроке, которые позволяют нам выявлять таких любознательных детей. Дальше, на что обращаю внимание, конечно, это факультативы, элективные курсы, если есть такая возможность. Это научные общества учащихся. Там, как правило, это выявить еще проще. Таких детей мы, как правило, сразу замечаем, у кого явный интерес преобладает. Надо сказать, что на уровне 5 класса заинтересованность детей, как правило, проявляется в полипредметной структуре, то есть они в разных предметах, как правило, находят что-то интересное. И уже, наверное, здесь личность педагога в какой-то степени играет решающую роль, по какой из дорожек все-таки пойдет данный ученик. То есть какой учитель ему будет наиболее интересен, кто из учителей сможет заинтересовать ребенка. Именно в этом направлении ребенок и начнет развиваться, наверное, в большей степени, чем, например, в других областях наук. Конечно же, позволяет выявить таких подготовленных, одаренных детей предметные декады, позволяет их увидеть какие-то интеллектуальные игры, конкурсы, которые проводятся на школьном уровне. Ну и также заинтересованных детей видно по тому, насколько они активно, самостоятельно участвуют в самых разнообразных предлагаемых конкурсах, которые ведутся даже через сеть интернет. То есть тут не обязательно использовать какие-то тесты для того, чтобы выявить этого ребенка. Тут важно почувствовать этого ребенка, его выделить среди большинства, именно ребенка с горящими глазами, которому интересен ваш предмет и который активно будет работать именно в рамках предмета биологии. Конечно же, следующий этап – это планирование. Здесь следует избегать формализма и излишней заорганизованности. Понятно, что должны быть групповые формы. Это важно даже для того, чтобы интерес ребенка поддерживался. Когда ребенок попадает в разновозрастные команды, где встречаются учащиеся, участвующие в разных олимпиадах, это в олимпиадах разного уровня, то есть это и 5 класс, и 6 класс, и 7 класс, и 8. Согласитесь, в олимпиадных заданиях, например, 11 класса встречаются задания и 6-классника. Поэтому, когда они встречаются, они могут обговаривать какие-то вещи. Старшие ребята, бывает, дают даже более подробные, более понятные консультации более младшим школьникам для того, чтобы это отложилось и в их голове, и они поняли этот материал даже в какой-то степени, наверное, даже лучше, чем тогда, когда учитель пытается что-то объяснить, поскольку они говорят все-таки на более понятном друг другу языке. Надо сказать, что важно, конечно, давать индивидуальные консультации, то есть наряду с групповыми формами должны быть и индивидуальные занятия. А продолжительность занятий вот таких может быть разная. И если это дети младшего более возраста, например, это 5-классник или 6-классник, то там индивидуальное занятие может длиться полчаса. Если это ребенок 11 класса, и он действительно очень заинтересован в результативности своего выступления на Олимпиаде, такое занятие может длиться 1,5-2 часа. Еще раз скажу, что вот эта работа, она строится в основном на энтузиазме именно педагога. Если ему интересно работать с такими детьми, то, понятно, будет результат. То есть понятно, что это всегда такие виды работ, они складываются из того
времени, которое мы выделяем для работы с такими детьми, то есть которого нету в сетке нашего расписания. Возможно, где-то кто-то использует факультативные занятия, элективные курсы для того, чтобы готовить к олимпиадам. Ну, очень хорошо, если такие возможности у вас в школах есть. А вот, например, в моей школе подобная практика, она не применяется, но каждый учитель занимается с теми ребятами, которые выдвигают на олимпиады более высокого уровня, чем школьный. То есть уровень муниципальный, региональный и, соответственно, выше, если получается у ребят успешно выступить, конечно, на республиканском конкурсе. Вот. Наиболее в групповых формах еще что могу сказать, что когда дети общаются именно разного возраста, то это прекрасный стимул для того, чтобы узнать что-то новое, надпрограммное. После того, как вы спланировали вот такой вид деятельности, то есть где у вас будут проходить индивидуальные консультации, где и как у вас будут проходить групповые консультации для ребят, мы приступаем к практической стороне дела. То есть практический этап – это прежде всего наличие учебной информации, которая расширяет и углубляет знания по предмету, в данном случае по предмету биологии. Поэтому, конечно, мы, как правило, начинаем с чтения книг по предмету. Очень много уделяется внимания энциклопедиям. Поверьте, есть дети, которые любят читать энциклопедии, особенно детские энциклопедии, где очень красочно описана информация какая-то дается о животных, о растениях. Они находят информацию в интернете. Иногда она, правда, бывает фейковая информация, и приходится потом вместе с детьми разбирать, почему это неверная информация, поскольку интернет у нас пестрит разными фейковыми какими-то блогами. Но, тем не менее, даже такие разборы позволяют детям более грамотно усвоить ту информацию, которая необходима будет для прохождения олимпиадных заданий. Кроме этого, конечно, да, мы даем возможность им поработать самостоятельно в сети интернет, вот таким образом, где они могут поработать через компьютер, поискать нужную информацию. Иногда мы просто даем ряд заданий, на которые они ищут ответы. Причем стараемся давать задания такого плана, где ответы могут быть совершенно разные и взаимоисключающие, где им приходится потом анализировать данную информацию и приходить к правильному ответу. Конечно, помощь учителя здесь ни в коем случае умалять нельзя. То есть это есть. В практический этап мы также включаем работу с терминами, поскольку правильное прочтение термина – это уже половина, скажем, решения задания, поскольку знаешь, о чем термин, то примерно представляешь, какой ответ может подходить, если этот термин там встречается. Поэтому какие же работы с термином мы предлагаем обычно детям? Дайте определение следующим терминам, где они пытаются почувствовать, что это за термин, и разделить его на составные части и понять, то есть о чем же может быть этот термин. Термины мы даем незнакомые чаще всего, и начинаем мы такую работу, конечно, с 5-6 класса. Например, мы даем термин кардиология. То есть дети прекрасно понимают, что логос – это наука, поскольку это еще в самом начале изучения биологии 5 класса мы уже определяем, как формируется тот или иной термин. Подобные задания мы даем не только на индивидуальных занятиях, но и, конечно, даем в уроках. Но только мы используем те термины в уроках, которые заявлены в учебнике. То есть понятно, что если они не изучали еще сердце,
то они не будут использовать термин кардиология, вы его не встретите в учебнике 5 класса. Но на индивидуальных занятиях, когда вы конкретно вот сейчас решили позаниматься с терминологией, то вы такие термины самые разнообразные можете выдавать. И все равно у детей есть какой-то уровень знаний на бытовом каком-то вот уровне, так скажем, да, какие-то знания на бытовом уровне, где они слышали, что кардиос – это, скорее всего, сердце, знают, что логос – это наука, и могут предложить свои варианты определений. Есть и обратный тип заданий, когда наоборот, надо по определению назвать термин. Очень было интересно смотреть, когда был предложен термин, было предложено определение «наука о костях», и ребенок написал «костеология». Согласитесь, очень близко. То есть, если мы букву «К» уберем, то, соответственно, если в КИМах, вот ребятам предлагается не просто найти эти ошибки, но еще исправить их также. А потом, значит, незнакомые термины найти и по смыслу текста понять все-таки, о чем был данный термин. То есть вот видов, вернее, работы с терминов, их очень много, и вы, думаю, что сами можете предложить не один вариант заданий. Важно, конечно же, давать возможность ребятам проявлять свои знания и нарабатывать умения и знания в исследовательской работе, проводить различные лабораторные практикумы, работа с гербариями, коллекциями. К сожалению, сейчас дети редко получают вот такие работы, они даже не так хорошо у нас запрограммированы в наших программах рабочих, но все-таки в качестве такого небольшого этапа урока мы стараемся давать им такие гербарии, коллекции при наличии, конечно, их, да, и очень много стараемся уделять времени, когда они работают вот индивидуально, то есть тоже даем пощупать, посмотреть, потому что все, что с детьми исследовано самими, то, что они посмотрели, увидели, описали, это, конечно, запоминается довольно-таки хорошо. На практическом этапе, конечно же, нельзя уходить и от решения тестов разного уровня сложности. Когда, например, выберите правильный ответ. Но вот если мы говорим про олимпиады, которые идут, например, на муниципальном уровне, там первый тип заданий – просто выберите правильный ответ. Когда мы готовимся к олимпиаде, мы просим объяснить, почему остальные ответы не являются верными. Также мы предлагаем им какой-то эксперимент предложить для того, чтобы доказать, скажем, что корням нужен кислород. Скажем, вот самые простые такие эксперименты, которые иногда не заявлены в учебниках, но мы их прекрасно знаем. Кто долго работает в школе, вы знаете, что в наших старых учебниках довольно-таки были неплохие эксперименты представлены, да? Поэтому, дайте детям порассуждать. То есть, а как доказать это? Приведите аргументы. Составьте схему классификации, используя термины из разного списка. То есть, это тоже дает возможность ребятам систематизировать свои знания. Важно, конечно, на практическом этапе участвовать детям во Всероссийской олимпиаде школьников, как по биологии, так и по экологии. Важно их участие в интернет-олимпиадах, в каких-то молодежных чемпионатах, научно-практических конференциях. К сожалению, сейчас мы с вами не очень выездные стали люди, но тем не менее такую работу мы все-таки можем проводить. И если есть возможность вашей звездочке такой поучаствовать в самых разнообразных олимпиадах, конечно, это надо предлагать. И вот на практическом этапе, конечно, большую роль играет еще то, насколько вы хорошо умеете взаимодействовать с родителями этих детей. То есть, если вы родителям покажете значимость получаемых знаний и умений от того, что ребенок участвует вот в этом виде деятельности, то, понятно, родители всегда пойдут вам навстречу.
Были случаи, когда я не могла отвезти ребенка на научно-практическую конференцию. Упиралась все и в деньги, упиралась еще и в огромную занятость и невозможность отправить. Но при разговоре с родителями, родители сами отвезли своего ребенка, его, в общем-то, там сопровождали, и какое-то место, в общем-то, ребенок занял, и это, конечно же, пошло в его портфолио, такую маленькую копилочку побед. Это тоже важно, поэтому работу с родителями обязательно нужно вести. Следующий момент. Конечно же, Олимпиада, надо понимать, это не разовое мероприятие. Обязательно после того, как прошла Олимпиада, необходимо обобщить все то, что ребенок смог сделать, результаты его, да, все, что не получилось, выяснить причины, почему не получилось, где какие пробелы проявились, откорректировать это для того, чтобы ребенок, который, например, в первый год не получил никакого места, к следующему году он был лучше уже подготовлен и хотя бы поднялся, пусть на одну ступеньку, но поднялся, на 2 ступеньки уже хорошо, выстрелил, как говорится, просто замечательно. То есть ребенка надо сопровождать на каждом этапе его деятельности. Понятно, что результаты только тогда будут, когда эта работа ведется в системе, когда она поддерживается со стороны администрации, естественно, да, когда она поддерживается со стороны родителей, когда она поддерживается со стороны классного руководителя, потому что не всегда мы являемся классными руководителями тех детей, которых мы отправляем на вот такие конкурсные мероприятия. И важно, чтобы предметники, учителя, коллеги шли тоже навстречу в некоторых случаях. Поэтому, конечно, да, понимание вот важности подготовки роста таких детей, это очень важно вообще для школы. Но есть определенные противоречия. С одной стороны, есть востребованность в олимпиадах, но иногда у нас отсутствуют условия для подготовки детей к этим олимпиадам. Что делать в этом случае? Но если это городская школа, и у вас под боком есть какие-то вузы, где, возможно, есть кафедра с биологическим уклоном, где, возможно, присутствует лабораторное оборудование, микропрепараты, хорошие микроскопы. То есть можно, наверное, договориться с этими учебными заведениями и какие-то практические занятия, пусть немного, но их можно провести на базе такого вуза. То есть найти точки соприкосновения с учебным заведением более высокого уровня. Это может быть и техникум, то есть не обязательно, например, медицинское училище. В наших условиях, вот где я работаю, у нас нету, собственно говоря, училищ среднеобразовательных, специальных учебных заведений, ну, соответственно, высших учебных заведений нет. Каким же образом мы стали выходить из этой ситуации? Мы повели детей на практику в нашу больницу. То есть мы показали детям, что именно делают специалисты, медики, какие приборы у них есть на вооружении. Спасибо нашим врачам, которые дали нам такую возможность, дают нам такую возможность. Часто они нам дают, например, какие-то реактивы для того, чтобы мы могли с ними поработать, позволяет нам привести детей, показать, как работает оборудование, даже опробировать его. И вот это тоже дает определенный плюс нашим ребятам. На этом я, пожалуй, закончу. И еще раз напомню, что победителей Олимпиад, конечно, не столько нужно искать, а сколько их нужно взращивать. Когда ребенок из года в год поднимается по лестнице успехов все выше и выше, поверьте, из этого человека выйдет достойный и успешный
гражданин своей страны. Спасибо за внимание. На этом я с вами сегодня прощаюсь.